Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%. В Пенсионном фонде отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на 1000 рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16 400 рублей. Отмечается, что у участников и инвалидов Отечественной войны, получающих 2 пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысяч и 39 900 рублей соответственно. Таким образом, с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции. Госдума приняла во втором основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей. По оценкам Минтруда, повышение затронет порядка 3,2 миллиона человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Планируется, что расходы бюджетной системы на реализацию документов в следующем году составят более 20 миллиардов рублей, из которых свыше 5 миллиардов будет выделено из федерального бюджета. Товарооборот Республики Корея с Дальним Востоком составил более 14,5 миллиардов долларов США в первом полугодии 2019 года. В прошлом году этот показатель вплотную приблизился к 25 миллиардам долларов, увеличившись на 29%. На сегодня около 90 корейских компаний ищут торговых партнеров в России. В Агентстве стратегических инициатив, а также в Российско-корейском деловом и инвестиционном совете готовы оказать все возможные содействия развитию российско-корейских отношений. В первую очередь повысить информированность корейского бизнеса об инвестиционных возможностях российских регионов и особенностях ведения бизнеса в России. Правительство России намерено возобновить международный проект «Дети Арктики», запустить программу государственной поддержки оленеводства, чтобы поддержать коренные малочисленные народы Севера. Цель всей этой работы – создать прозрачный механизм участия представителей коренных народов в принятии решений по реализации экономических проектов, если таковые затрагивают их интересы. Якутия вошла в 30-ку лучших регионов России по условиям для бизнеса в 2019 году. Об этом сообщил директор направления «Новый бизнес-агентства стратегических инициатив» Артем Аветисян. По его словам, всего 9 из 11 регионов Дальнего Востока улучшили свои показатели в национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России. Отмечается, что в этом году регионы Дальнего Востока выросли в нем больше, чем в среднем по стране. На программу поддержки местных инициатив из госбюджета Якутии будет выделено 500 миллионов рублей в следующем году. Сегодня в наследах и городах республики идут итоговые собрания по выбору проектов для реализации. Далее жители будут готовить коллективные протоколы собраний, затем заявки для конкурса после предварительного голосования внесут в информационную систему поддержки местных инициатив. Дальневосточные колледжи, победившие в конкурсном отборе, получат грантовую поддержку в 2020 году. В число прошедших конкурсный отбор вошли 18 учебных заведений Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. Общий объем финансирования составляет 450 миллионов рублей, что в 2 раза больше, чем по результатам предыдущего конкурса грантов. В результате переоснащения колледжи смогут обеспечить высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов в регионах в таких сферах, как строительство, транспорт и логистика, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, сфера услуг и социальная сфера. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.